Ледоход на Лени продвигается к столице на трое суток раньше нормы, отмечают гидрологи. Одним из факторов раннего ледохода является теплая зима и ранняя затяжная весна. В 80 километрах от Якутска уже густой ледоход, который продвигается с высокой скоростью. В настоящее время угрозы подтопления населенных пунктов вдоль русла реки нет, уровни воды значительно ниже критических. Тем не менее, все оперативные службы в Якутске, Хангаласском, Намском и Усть-Алданском районах приведены в режим повышенной готовности. Уровни ниже критических, но все равно готовится и городу Якутску, и Хангаласскому, и Хангаласскому, Усть-Алданскому, и Намскому району надо. Поэтому мы сегодня провели селектор, заслушали готовность. В принципе, районы отчитали, что все мероприятия выполнены, и готовность к прохождению весеннего половодья по Лени нормальная. Сейчас повышение уровней воды продолжается на участке Табага-Якутск. Там ледоход ожидается в ближайшие сутки, что на 3-4 дня раньше обычного. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров в эти минуты находится на Табагинском мысе и готов рассказать о последних изменениях в том районе. Дмитрий, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуй еще раз, Кристина. Но вот в эти минуты, за эти 2 часа здесь таковых изменений не наблюдается. Разве только начинает прибывать вода, за счет этого поднимается уровень воды. Ледоход, как и прежде, проходит под Покровском. Сейчас там уровень воды составляет 385 сантиметров, при критическом 970. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России и правительства региона. Но, как сообщают гидрологи, ледоход достигнет города Якутска, возможно, уже этой ночью или в последующие сутки. Кристина? Спасибо, Дмитрий. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров.